Предлагаю вашему вниманию дистанционный урок математики в 3 классе. Тема урока – письменное умножение и деление, произведение чисел 102 и 3. Частное чисел 306 и 3. Значение воды для растений. Цели урока – применять алгоритм деления трехзначного числа на однозначное, когда в одном из разрядов частного есть 0, и алгоритм обратного действия умножения. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами продолжаем урок математики. Ребята, посмотрите на картину слайда. Какое значение имеет вода в жизни растений? Я думаю, что вы все смогли ответить на этот вопрос. Конечно же, самое главное, потому что вода – это источник жизни. А теперь разрешите проблемную ситуацию. Для полива клумбы нужно каждый день 104 литра воды. Сколько воды нужно для полива клумбы на 2 дня? Внимательно подумали. И я думаю, что вы все сможете решить эту ситуацию. Правильно, 104 надо умножить на 2. Первый множитель 104, второй множитель 2. Получаем произведение чисел 208. Думаю, теперь вам легко сформировать тему нашего урока. Правильно, тема урока – письменное умножение и деление, произведение вида 102 и 3, частные чисел 306 и 3. Цели урока – применять алгоритм деления трехзначного числа на однозначное, когда в одном из разрядов частного есть 0, и алгоритм обратного действия умножения. Критерии оценивания. Ты узнаешь алгоритм умножения и деления трехзначного числа на однозначное. Рассмотри запись умножения столбиком. Пишу первый множитель 102. Под единицами записываю второй множитель 3. Умножаю единицы. 2 умножаю на 3 равно 6. Пишу 6 под единицами. Умножаю десятки. 0 умножаю на 3 равно 0. Пишу 0 под десятками. Умножаю сотни. 1 умножаю на 3 равно 3. Пишу 3 под сотнями. Читаю ответ. 306. Ребята, посмотрите, как выполнено деление. Пишу делимое 306. Делитель 3. Первое неполное делимое 3 сотни. В частном, ребята, 3 цифры. Сотни, десятки, единицы. Делю сотни. 3 делим на 3 равно 1. Пишу в частное 1. Делю десятки. 0 делим на 3. Получаем 0. Пишу в частное 0. Делю единицы. 6 делим на 3 равно 2. Пишу в частное 2. Читаю ответ. 102. Обратите внимание,
При делении 0 на любое число всегда получается 0. Записать решение можно короче. Объясни, как это можно сделать. Задание первое. Вычисли столбиком и проверь. Я думаю, это задание вам не будет трудно. Молодцы! Многие, наверное, справились с первым заданием. Можете решить, написать, потом отправить мне в Кунделик KZ. А теперь, ребята, давайте мы с вами проведем самооценку. Если вы думаете, что у вас все верно получилось, можете нарисовать зеленую звездочку. Если вы думаете, что у вас одна неточность или где-нибудь ошибки, можете нарисовать желтую звездочку. А кто из ребят, наверное, думает, что у него ничего не получилось, что ему нужна помощь, нарисуйте, пожалуйста, красную звездочку. Задание второе. Реши задачи. Ребята, эту задачу нам нужно решить, написав только выражение. Первая задача. Для выращивания 1 килограмма риса требуется около 7 тонн воды. Сколько тонн воды нужно для выращивания 100 килограммов риса? Записали выражение и решите, пожалуйста. Вторая задача. Для выращивания 100 граммов пшеницы требуется примерно 120 литров воды. Сколько литров воды нужно для выращивания в 5 раз больше количества? Записали выражение и решите, пожалуйста. Третья задача. Для выращивания 3 килограммов картофеля израсходовали 900 литров воды. Сколько воды необходимо для выращивания 1 килограмма картофеля? Записали выражение и решите, пожалуйста. Давайте, ребята, проведем проверку. Первое. 7 тонны умножаем на 100, получаем 700 тонны. Второе. 120 литров умножаем на 5, получаем 600 литров. Третье. 900 литров делим на 3 равно 300 литров. Молодцы. Задание третье. Определи, какие данные тебе потребуются для ответа на вопросы задачи. Реши. В саду растет 20 елок, 102 обыкновенной сирени, а персидской в 2 раза больше. Сколько всего кустов сирени растет в саду? Ребята, вам нужно найти или определить, какие данные
вам потребуется для ответа на вопросы задачи, а какие данные вы не будете использовать для решения задачи. Правильно, первую часть задачи мы его не будем использовать. Почему? Потому что у нас в задаче говорится только о сирени. И вопрос задачи у нас стоит: сколько всего кустов сирени растет в саду? Значит, мы должны найти, сколько кустов сирени растут в саду. Как вы думаете, какое условие задачи у нас будет? Какие главные слова вы должны подобрать? Молодцы! Записали: обыкновенной сирени 102, персидской сирени неизвестно, но известно, что в 2 раза больше. А какой будет вопрос задачи? Что мы должны найти? Как вы его написали? Молодцы! Нам нужно найти всего кустов сирени. И решение. Как вы думаете, сколько действий будут решаться эта задача? Правильно, ребята, эта задача решается в 2 действия, потому что у нас в вопросе есть, в задаче есть 2 вопроса. А как вы думаете, ответ задачи как мы с вами напишем? Я думаю, что все вы справились с этой задачей. Молодцы! Вы, ребята, можете внизу написать, какую часть задачи вы не использовали. Почему? Задание 4. Алия и Тимур находили значение выражения. 303 умножаем на 3 плюс 65. У Алии получилось 974, а у Тимура 976. Кто правильно выполнил вычисление, Алия или Тимур? Как вы думаете? Я думаю, что вы решили, какое будет первое действие, а какое будет второе действие. А теперь, ребята, измените выражение так, чтобы ответ второго ученика стал верным. Внизу есть у вас схема. Точно так же вы можете написать выражение по этой схеме. Молодцы! Я думаю, что у всех у вас получилось. А теперь, ребята, проведем небольшую рефлексию. Нарисуем тюльпаны. Вы знаете, что тюльпаны – это символ весны, так как на дворе у нас сейчас весна. Ребята, а кто думает, что вам было легко работать на уроке, и у вас что все получилось? Эти ребята можете нарисовать зеленый тюльпан. А те ребята, которые думают, что не все получилось, были некоторые трудности, можете нарисовать желтый тюльпан. А те ребята, наверное,
среди вас есть такие ребята, которым было очень тяжело работать на уроке, и они ни с чем не справились. Такие ребята можете нарисовать красный тюльпан. А теперь, ребята, домашнее задание. Учебник математики, 4 часть, 3 класс, страница 11, номер 8. Спасибо за внимание. До свидания.